1951 году, когда я пришла в сектор литературы и языка Удмуртского научно-исследовательского института, надо было работать над историей литературы. И оказалось, провальный целый кусок истории. Была современность и ничего в прошлом. И поэтому я обратилась к фольклору. Именно там я нашла те сочные, необыкновенные, те интереснейшие краски и мотивы, которых искала в искусстве удмуртского народа. Я родом из Башкирии, я там родился. У нас в Башкирии сохранилась удмуртская языческая культура. Наши предки давно уехали из этих мест. Я в этой культуре вырос, и мое творчество как-то с этим связано, мне это нравится. Я оформил около 20 детских книг, сказок, стихов и так далее в разных издательствах. Но главная моя работа — это, конечно, книга «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа». Над этой книгой я долго работал. До книги еще делал станковые листы. Когда это показалось, что это интересно, мне предложили вот оформить эту книгу. Скажите, вы как художник театра встречались ли с темой мифов и сказок? Впервые я с ней столкнулся года 4 назад в музыкальном театре. Там была постановка детской оперы Копусовой, Евгении Копусовой. Называлась «Сказ о богатыре и Дарье, прекрасной Айно и злом волшебнике Уйпери». То есть, в принципе, время, период то же самое, что и сейчас. Как в то время люди жили, во что одевались, нет источников, поэтому не сохранилась архитектура, как они строили жилища. И главное, мне как художника приходилось разрабатывать это самому, то есть по моему творческому представлению. Декорации, я считаю, у меня получились очень хорошие. Многие элементы я переношу в наш фильм «Тень Алангасара». Первый фильм снят в 28 году Мосфильмом. Сейчас снимается второй фильм по мифам и легендам удмуртского народа. Тишина! Тишина на площадке. Так, все готовы? Внимание. Мотор. Камера. Над эскизами я работала с удовольствием. Да. Материалом послужило народное искусство. И художник, постановщик Валентин Белов. Вот это образ Туно. Это шаман удмуртский. Основные цвета народного костюма красный и белый. Но с главным оператором картины у нас возник спор. Он любит работать в такой серой, спокойной, монохромной гамме. И поэтому нам пришлось изменить тональность костюмов. И потом, впоследствии, вот эти же две героини у нас стали вот такими. Многие годы я занимаюсь большой вещью, романом о древнем прошлом нашего края, историю удмуртского народа. Во что это выльется, я пока не знаю. И много материалов исследовал, именно связанных с этим периодом. Период очень большой, очень интересный и очень темный.
И с удовольствием мне хочется отметить, что работа некоторых актеров, таких как Римом Аюпов, полностью совпадала с тем образом, который я хотел создать. Моим соавтором является режиссер-постановщик фильма Аркадий Черненко. Человек очень интересный. Наша картина о нас с вами, о нашем сознании, о понимании и постижении какого-то вечного смысла, того верхнего разума, который нас создал. А почему тень Алангасара? Ну, это идет от легенд, которые навеяли нам удмурты, удмуртский народ. Рим Шарипович, отлично было! Так, с гусями быстрее, пожалуйста! Пашенька, на него опускаемся. Так, а где у меня женщина, которая стирает? Она уже ушла? Она уже ушла. Просто я не заметил, смотрел на вас. Вы до конца должны опуститься какого-то. Так. Вперед. Оглядывая владение, видит он. Все, и сразу пошли, только мне тут захлёст на монтаж. Так, как быстрее второй уходит, быстрее. Вот. Вот. Нет, Ильдусик, не перебирай, это не надо. Мотор! Камера! Сказания о великанах не редкость в литературе. Они известны, начиная с Гомера. Но удмуртские аланы, гасары, алан-гасары, очень интересны уже тем, что они вписываются в историю человечества. Они появились до человека. Они некоторое время существовали вместе с человеком. И они ушли от человека, оставив чистейшие слезы озера, чистые реки. Это слезы алан-гасара.